Андрей, вот вы создали фотоальбом с крымскими татарами, связанный с крымскими татарами. Как родилась эта идея? Почему именно крымские татары? Идея родилась в 2014 году, летом, когда я занимался съемками проекта совершенно другого, и случайно я попал в крымско-татарскую семью Джанкои. Меня там очень сильно поразила культура, быт, традиции. Я провел в этой семье целый день. Уже там я начал понемножку снимать. И, конечно же, что касается тем, что я занимаюсь фотографией, это визуальный метод искусства. Я подхожу к теме, если она визуально интересна. Безусловно, тематика крымских татар очень мне интересна визуально. Это и одежда, и культура, и быт, и традиции. И поэтому спустя целый день, находясь в Джанкое, ехав домой в автобусе, я понял, что эта тема мне очень интересна и важна. И до 2016 года я ездил в течение 2 лет по Крыму, общался с разными мастерами и занимался непосредственно документальной съемкой. В конечном итоге вышла фотокнига «Крымские татары», но проект будет продолжаться. А почему именно крымские татары? Ведь в Крыму живут много и других народов. Чем заинтересовало вас этот Вот проект? меня, видимо, это заинтересовало непосредственно тем днем, когда я попал именно в крымско-татарскую семью. Я понял, что я сам севастополец, но я понимаю, что мое окружение, и я очень мало знаю об этом народе, и возникло очень много внутренних вопросов. И так как я постоянно путешествую, живу в Чехии, то за последнее время я смотрю за разными народами, смотрю, как живут там, за менталитетом. И именно в тот день, именно, когда я побывал в этой семье, мне очень поразила и понравилась культура, традиции, гостеприимство. А вот что характерно для крымских татар, с вашей точки зрения, что их отличает от других? Вот в ментальности, в поведении, вот вы сказали, там гостеприимство, да? Ну а вот какие-то глубинные, какие-то вот такие черты вы заметили, отличающие их от других народов? Меня очень сильно удивило непосредственно, если, конечно же, если повторяться, то если не повторяться, не говорить о традициях, мне очень сильно понравилось и удивило, насколько это сплоченный народ, что очень многим народам нужно еще поучиться и позавидовать. Они должны позавидовать, что многие семьи с севера знают семьи на юге, и семьи из запада знают на востоке. Что это народ, который продолжает возрождаться, что народ продолжает заниматься возрождением культуры и искусства. И на данный момент это тоже является, на мой взгляд, какой-то определенный исторический этап, исторический момент. Вот. И вот это, наверное, что отличает, что я нашел отличие какое-то. Это, конечно, очень тяжело показать в фотографии, на картинке, но это для меня как в голове, как галочка, грубо говоря, если так можно назвать. Вот, именно какое-то такое отличие. Безусловно, это если говорить о чем-то визуальном, то это, безусловно, гостеприимство, кофе, посидеть, просто пообщаться. И народ, который многие благодарили за то, что приходили эти семьи, потому что они понимали, что идет съемка о них, и будет показываться и презентоваться в других странах. То есть это очень... Я не ожидал, что будут благодарить за это. Я должен благодарить на самом деле. Получалось как немножко наоборот. И мне это очень сильно приятно удивляло. Приятно мне это, чем дальше я снимал, тем больше мне больше и больше нравилось. Вы эту тему будете продолжать развивать? Да, с зимы я буду продолжать находить новых героев, находить всех, кто захотел бы, кто смог ко мне обратиться. Нету какой-то фильтрации, безусловно. А где вы планируете демонстрировать эти фотографии? Или где они демонстрировались уже? Они в июле демонстрировались в Чехии и во Франции, и там довольно хорошо прошли презентации. А именно? В Чехии это в городе Злин, во Франции это город Орлеанс, это город Жанны д'Арк, еще так его называют, это 40 минут от Парижа. Вот. Очень позитивно прошли презентации, людям, зрителям очень понравилось, то есть очень позитивные отклики со стороны было, очень позитивные волны, если так можно И дальше вы где планируете выставляться? Вот сегодня у вас в Симферополе, в Ахмечите была презентация. Хотелось бы сделать
презентацию, выставку в Праге. То есть мы сейчас договариваемся насчет с галереями. А когда я говорю на презентации, я прекрасно понимаю, что это очень ответственное дело, потому что я сам не являюсь крымским татаром, я понимаю, что это очень ответственно снимать другой народ, поэтому постоянно с кем-то консультировался, постоянно спрашивал